Сейчас я хочу передать слово Ольге Ховриной, которая нам расскажет секреты продвижения и как увеличивать охваты, количество подписчиков и, соответственно, делать свой госпаблик более успешным. Пожалуйста, Ольга. Друзья, всем привет! Очень рада приехать сегодня в Якутию. Я у вас первый раз. Мне сказали, что у вас еще не холодно, немножечко начались заморозки. Я подумала, вот это я попала. Очень у вас радушная аудитория, очень заряженная. Я с таким удовольствием прослушала интервью, которые были вот на этой сцене. Очень интересные кейсы вы презентовали, и некоторые механики, о которых я сегодня буду говорить, уже упомянули. Но, я думаю, повторение мать учения, поэтому мы еще раз посмотрим с вами интересные кейсы и зачем они вообще нужны. Еще раз я представлюсь. Я работаю в АНО «Диалог региона», помогаю нашим коллегам в ЦУР развивать госпаблики. Это именно мы придумываем методики, новые какие-то челленджи для вас в госпабликах. От нас идут задачи по установке виджетов, по установке обложек и многое-многое другое. Я надеюсь, что мы будем и дальше вашими помощниками в этом непростом пути по ведению страниц органов государственной власти. Ну и чтобы начать, скажу, наверное, уже банальность, но в любом случае это такой тренд, который за последний год стал еще более очевидным. То, что раньше у нас основные источники информации были, конечно же, сайты СМИ, и за последний год большой рывок сделали именно социальные сети, именно страницы органов власти. Если мы посмотрим на региональный топ ресурсов, Якутию тоже возьмем, то в нем будут как раз крупнейшие госпаблики, крупнейшие страницы политиков новой волны, то есть глав городов, депутатов и так далее. И сегодня мы уже можем сказать, что вокруг человека формируется такой круг заботы, круг пабликов, которые рассказывают о том, как учатся у человека дети в школе, как работает поликлиника, в которую он ходит, чем занимается муниципалитет. И наша задача, чтобы каждый человек был подписан на несколько пабликов, желательно 5 и более. И вот на этом слайде вы можете увидеть результаты по всей стране. Мы с вами утром уже увидели то, чего добилась Якутия, но по всей стране вообще какие-то феноменальные цифры мы добились. Здесь показаны основные наши показатели, по которым мы измеряем эффективность региона и то, как он исполняет наш любимый 8 ФЗ. Это и 3 поста в неделю, это и оформление, это и доля подписчиков. И вы можете увидеть, у нас замер проводится каждый месяц, но здесь мы такие вехи вынесли. Если сравнить вот сентябрь прошлого года и ноябрь этого года, вообще разница поразительная. Также мы, конечно, стараемся и развивать качество ведения наших госпабликов. Вообще это будет наш приоритет на 2024 год. Я не буду вам давать какие-то там установок, KPI, мы просто проговорим про, знаете, такой идеологический подход, который мы придерживаемся в диалоге. Называется он «умная доставка». Когда мы проводим собственные информационные кампании, когда мы развиваем госпаблики, мы задумываемся о том, что вот именно администратор, именно СММщик это залог того, что у паблика будут большие охваты, много подписчиков. И с текущим прогрессом мы сравниваем, задумались, вот в чем особенность вообще СММщика. Вот у нас появился искусственный интеллект, который может и текст тебе написать, контент-план придумать, и картинки создать. Только вот
публиковать остается за нас. В принципе, СММщик не нужен. Но на самом деле именно СММщика потеряли, сколько контента нужно производить, какой он должен быть, более развлекательный или более формальный. Отталкивается он, естественно, от целевой аудитории, от своих целей. И мы вот вывели такой алгоритм, я бы его назвала умной доставки. Когда мы начинаем с самого базового вещи, мы объясняем месседж, что мы вообще рассказываем в своих социальных сетях, какая главная тема нашего блога. Далее мы оцениваем, выводим особенности нашей целевой аудитории, поскольку у каждой сферы, у каждого даже паблика, у каждого населенного пункта читатели привыкли и любят разный контент. Где-то более взрослая аудитория, она предпочитает формат информационный, серьезный, где-то больше молодежи, поэтому нужно пробовать больше роликов, больше мемов, больше какой-то такого вот забавного креативного контента. Соответственно, дальше выбираем формат контента и тот источник, тот канал коммуникации, в котором мы больше всего, лучше всего можем коммуницировать с нашей аудиторией. Вот я покажу пример на этом слайде. Мы хотим рассказать о какой-то очень важной повестке, которая нам транслирует президент. Мы понимаем, что да, наша целевая аудитория это пенсионеры. И, конечно же, мы не можем вспомнить прекрасные карточки, которые мы рассылаем и получаем от наших родственников в WhatsApp и Viber. И если мы это все соединим, вот это получается секрет нашего контента, который получит много рассылок, много реакций. И достигнет нашей цели, то, что мы донесем нужную нам информацию, нужную нам установки, не боюсь этого слова, для целевой аудитории. И главное в нашей недостатке – это нативность, как вы заметили. Нативность – это не противоречивость контента в данном канале коммуникации, потому что он смотрится здесь, как и должен был быть. То есть, во-первых, контент должен быть уникальным. Естественно, когда мы берем старый контент, который уже 33 раза постили, естественно, никому не будет интересно. Опять же, мы ориентируемся на целевую аудиторию, потому что контент должен соответствовать его интересам. Мы подбираем грамотно тезисы и месседжи, поскольку еще следующий шаг в работе с целевой аудиторией – это, естественно, ее сегментирование, поскольку разные интересы могут быть у мужчин и женщин. Возможно, можно выделить несколько возрастных аудиторий, соответственно, для каждого мы подбираем свой ключик к сердцу. И дальше мы тоже выбираем канал коммуникации. Да, если говорить про паблики, естественно, наш основной выбор – это страница ВКонтакте, но я также знаю, что некоторые из вас ведут Одноклассники, Телеграм у вас очень популярен, и сегодня тоже говорили про прекрасный инструмент, как мессенджеры другие, Viber, WhatsApp. Мы тоже должны ими всегда пользоваться, поскольку там тоже сидит наша аудитория, мы не можем ее игнорировать. Ну и, соответственно, тоже можете мне спросить, а что же тогда не умная доставка? Вот примеры прекрасные, не буду называть регион, здесь правило, но суть в том, что вот в пабликах абсолютно нерелевантных для данной информации разместили вот такие посты, висели, и вообще непонятно, допустим, я как пользователь листаю ленту или захожу в этот паблик, почему вообще об этом пишут. Вот, поэтому, хотя казалось бы, очень странный кейс, но такое случается, вот, когда администраторы не понимают, к кому они обращаются, кто сидит у них в группе, и берут информацию, возможно, они видели в каком-то чате, где общается СУР с администратором другой сферы, либо просто их заинтересовала новость, и они его берут и ставят в свой паблик. Вот, поэтому будьте к этому внимательны. Еще важные такие моменты для нашей умной доставки, для такой идеологии нашей, это, естественно, учет региональной специфики, что особенно важно для
национальной республики. Всегда нужно помнить когда мы адаптируем какой-то тренд, который гремит по всей стране, возможно, по всему миру, вот, например, как Барби тут недавно было, нужно помнить про свою историю, про национальные культурные особенности, про социально-экономические условия, поскольку тоже, если мы скажем о чем-то, кто-то может прийти в комментарии и сказать, ну, у нас вообще это очень дорого, никто это, там, не знаю, не будет покупать, и это вызовет негатив, которого нам, конечно, в паблике нам не нужно абсолютно. Поэтому умная доставка – это еще и про продумывание, оценку рисков, которые может вызвать ваш контент. И последний момент, на котором я остановлюсь перед тем, как прийти к контенту, к механикам продвижения, это тоже очень популярный вопрос. Ну а вообще сколько нужно публиковать? Конечно, мы вместе с Гуром выступаем за то, чтобы выходило у вас в неделю 3 поста в рабочую неделю, поскольку это показывает, что ваш паблик работает. Но могу тут раскрыть секрет, что эти критерии будут увеличиваться и будут доходить до 5 постов, поэтому важно не бросать свою группу. Важно делать посты каждый день с периодичностью, не вываливать все публикации в один час с промежутком 20 минут, поскольку и пользователь это раздражает, и алгоритм к этому негативно относится. Они пессимизируют выдачу вашей публикации, и, по сути, их никто не увидит. Поэтому тут, наверное, ответ будет такой. Важно делать столько контента, сколько вы можете сделать качественно. Мы работаем за качество. И переходим дальше к инструментам продвижения, которые нам помогут контент качественно сделать. Здесь на слайде представлены результаты нашего исследования очень большого. Мы проанализировали посты в пабликах по всей стране и посмотрели, какой аудитории нравится какой контент. Ну, с одной стороны, довольно очевидные выводы, но с другой стороны, мне кажется, интересно, это такая галочка, чтобы мы коннектили, получается, возраст, пол и форматы, которые у нас имеются. Ну, тоже часто, когда заходим в паблики, мы как кураторы видим, что публикации сводятся к тексту и картинке. Вот. И чтобы достигнуть своей целевой аудитории, конечно, нужно и использовать другие механики. Основа нашей аудитории, можно так сказать? Да. Основа нашей аудитории в пабликах — это, конечно, аудитория 35+, вот, женская, которой нравится больше информативный какой-то контент, полезный, который они могут себе сохранить, может быть, даже репостнуть на свою личную страницу, либо поделиться с друзьями в своих сообщениях. Ну, а также мы, конечно же, не игнорируем молодежь, поскольку много пабликов как раз взаимодействует с молодой аудиторией, поэтому нам нужно знать, быть в курсе того, что ей нравится, быть более смелыми, быть смешными, ироничными, не стесняться этого, да, паблики так действительно можно. Паблик — это не официальный сайт. Здесь мы должны общаться на одном языке, как мы общаемся в жизни, как мы общаемся со своими детьми, знакомыми, не стесняться этого. Ну и менее малочисленная аудитория, она тоже есть, это мужчины в возрасте 25-44, они, наверное, чуть-чуть ближе к молодежи, поскольку они тоже любят повеселиться, любят мемы, смешные картинки, тоже мы это все используем. Давайте дальше. Вот такой контент, необычный, неординарный, называется в СММ виральный контент. Если всякие умные СММщики всегда об этом говорят, вот, нужно создавать виральный контент, и тогда у вас результаты будут прекрасные. И вот ты начинаешь искать в поисковиках, что же такое виральный контент, и тебе выдают безумнейшее определение, то, что значит вершины, СММ, валютс и так далее, а это непонятно, что это такое. Вот, и поэтому мы с вами конкретизируем
И многое вы уже знаете, просто вы теперь можете показать реальным контентом. Конечно, мы рекомендуем использовать видеоформаты, больше и больше видео, больше роликов ВК, больше кружочков, которые помогают показать вашу близость, вашу открытость. Опять, настоятельно рекомендую вам не ограничиваться только текстовыми постами. Да, они, конечно, легче в производстве, но если вы запустите какую-то постоянную рубрику, сегодня был прекраснейший пример из социальной сферы, это залетит. Тоже у нас многие администраторы и наши коллеги в СУРе жалуются на то, что вот, знаете, ваши ролики вообще не работают. Мы публикуем, стараемся, используем там трендовые механики монтажа, трендовые мелодии, а у нас там 25 просмотров. И здесь ВК рекомендует делать это постоянно, они пишут в своих рекомендациях, говорят, каждый день, конечно, каждый день реально, но хотя бы каждую неделю или там, 2 раза в неделю пробовать делать ролики самые простые. Кстати, вы можете, допустим, какие-то механики брать у нас на ресурсах, которые ведут диалог, на них чуть-чуть попозже, вот, которые тоже вам помогут оживить вашу группу. Нужно также не забывать о конкурсах. Здесь, правда, есть ограничения от вас, но я думаю, вы можете проконсультироваться в СУРе, они вам расскажут, как правильно составить конкурс для того, чтобы избежать закона о рекламе. Но в любом случае есть и механики, которые не предполагают призов. Они называются геймификацией, когда вы можете поиграть своими подписчиками, это тоже увеличит ваши охваты. Например, самые обычные игры, давайте поиграем в города, давайте достроим какое-то слово. Да, это звучит смешно, вроде бы госпаблик, мы официальное сообщество нашего органа власти, учреждения. Но, как показывает практика, и даже самые серьезные страницы федеральных министерств проводят вот такие игры веселые, забавные, и подписчики отлично на это отвлекаются. Так что тоже не стесняйтесь. Мы дошли до моего любимого раздела, это мемы, которого все очень боятся на самом деле. И я понимаю вашу осторожность, потому что подобрать именно ту картинку, которая будет соответствовать новости, это большой труд, это большое искусство. Здесь не обойдется без насмотренности, естественно, чтобы не попасть в просак, и чтобы это выглядело уместно и не создавало вам рисков. Вот я нашла пример у вас с Министерства экономики. Министерство проводило новость, прекрасный мем, мне кажется, получилось очень удачно. Очень дальше слайд. Да, про насмотренность, это вот мои любимые источники, которые я просматриваю, присылаю своим друзьям. Здесь тоже такой небольшой дисклеймер, есть ресурсы, не буду их называть, которые такие очень политические, тоже нас иногда критикуют, вот, мол, мы такое правительственная организация, которая нам советует подписываться на такие паблики. Но, как показывает наша практика, они используют самые новые, самые интересные шаблоны, поэтому просматривать с нашими конкурентами всегда тоже очень важно. Мы говорили о том, что важно подписываться на госпаблики своей сферы, но и просматривать, если много какие-то механики, тоже важно в других критически настроенных нам сообществ. Если возвращаться к промо-мессенджеру, конечно, важно использовать тоже все механики, которые они нам дают, и особые видеосообщения, и стикеры, которые могут вообще стать вашей визитной карточкой. Много у нас кейсов, когда даже тоже серьезные политики, неофициально, так скажем, выпускали интересные стикер-паки со своими высказываниями. Они их запускали, там, допустим, в подслушано в новостных каких-то телеграм-каналах под предлогом того, что вот кто-то это сделал, на самом деле это была команда пресс-секретарей, и это расходилось. И это работало на известность, во-первых, и на второе, на такую политтехнологическую категорию, как образ.
которая определяет, что вы значите для вашей аудитории, какие смыслы, опять же, вкладываете, близость, открытость, заботу и другие характеристики, которые вам важны, чтобы ассоциировать именно с вашей организацией. И стикеры, самый такой простой инструмент, как раз на это работает. Нашли мы до более сложного инструмента, это реклама таргетированная. Здесь, конечно, нужно специальное обучение, тоже советую вам обращаться в СУР, если вы хотите научиться работать с таргетированной рекламой ВКонтакте, в Одноклассниках. В Телеграме, конечно, это пока невозможно для маленьких таких каналов, поскольку там нужны большие денежные вложения, но мы надеемся, что со временем тоже откроется и для обычных каналов такая возможность. Ну и здесь, конечно, вопрос бюджета. Кто-то может пойти таргет на большие информационные кампании, а кто-то думает, как вложить собственные там 300 рублей для того, чтобы купить рекламу, не знаю, у блогера, либо у канала. Вот. Но в любом случае, даже вот такое маленькое вложение, оно дает результаты в плане там, известности, цитируемости и подписчиков. Так что тоже не забывайте про это. Мой любимый раздел продвижения – это партизанский маркетинг. Это те механики продвижения, которые не всегда связаны с СМ. Они часто такие пограничные, на границе реально, офлайна и онлайна. Вот, например, на слайде это мой собственный проект, у меня есть свой личный телеграм-канал «Шутка искусства», и мы договорились с одной кофейней, что мы разместим у них буклеты с галереями, которые находятся рядом. Вот. Мы таким образом хотели тоже привлечь подписчиков в свой канал, ну и просто стать интересным, почему нет. И мы потом, можно еще остановиться, мы потом с каждой из галерей договорились, что они на своих ресурсах, там, Телеграм, запрещенный ныне, Инстаграм или ВКонтакте, расскажут о нас. И вот это вот все кумулятивно нам дало очень хороший результат, ну, для нашего канала, там, привлекли за месяц 300 подписчиков, когда у нас 2000 подписчиков, мне кажется, очень даже неплохо. Вот, и тоже цитируемость, поскольку нас о нас рассказывали в музее даже. Еврейский музей и Центр толерантности, такой большой, поверхностный Москвы частный музей. Но это одна из механик, это коллаборация. Также на слайде вот еще есть несколько наименований. Сейчас быстренько объясню вам, что это такое, и мы с вами патрируемся дальше, и я вам гарантирую, что вы сразу запомните, что это такое. Вирусный контент. Вы с этим встречаетесь очень часто. Рекламщики, очень, пожалуйста, аккуратно. Спасибо. Очень часто встречаетесь с этим в рекламе, когда слышите какой-то джингл, который вас съедает в голове. Он дебильный какой-то, глупый, но вы не можете никуда деться. Вот. Эта мелодия у вас застряла, и вы начинаете петь с друзьями, и потом через несколько лет вспоминаете, да, помните, были такие хлопья, и там была вот эта песня. Коллаборация, я уже вам рассказала, пример привела. Product placement. Здесь легче всего объяснить на примере фильмов, но не пугайтесь, это просто для того, чтобы вы поняли. Когда показывается какой-то канал, например, герой резко берет, не знаю, там, баночку Кока-Колы, либо эту баночку показывает крупным планом, вот, и мы иногда даже не понимаем, что это реклама, но это реклама. Следующее. Что такое? Я еще не закончила. Следующий у нас четвертый вид рекламы – это ambient. Это когда на улицах города, населенного пункта, размещается так ненавязчиво тоже какая-то реклама. Это может быть лавочка, которая сделана в фирменном стиле компании, но она рекламная. Допустим, на остановке тоже как-то интересно она задекорирована, и она вписывается в, получается, архитектуру города, но является рекламой. Затем дополненная реальность. Очень мы любим технологии, и мы не можем от них отставать, поэтому мы можем, допустим,
делать при помощи специальных приложений такую 3D-графику. То есть мы наводим телефон на какой-то объект, и у нас там что-то появляется тоже в фирменном стиле нашей организации, нашей компании. Ну и последний вариант, очень рискованный, но почему нет, это репортаж. Но может быть репортаж в хорошем смысле, когда вы просто, допустим, яркий спикер, то есть вы можете стать лицом вашей организации, лицом вашего бренда, и когда он будет с вами ассоциироваться. Это тоже всегда входит. И сейчас мы с вами потренируемся. Теперь, наконец, следующий слайд. Ура. Здесь, смотрите, представлено 3 картинки и 3 вида рекламы профессиональского маркетинга, и мы давайте с вами попробуем отгадать, что же это. Давайте остановимся на первой. Здесь подскажу, находится телефон на вот скетче, и что-то появляется. Добавленная реальность? Да, именно так. Теперь вторая картинка, даже чуть-чуть скажу. То есть это город, и в городе появляется что-то такое, с чем все фотографируются, соответственно, хранить и будут социальные сети. Да, верно. И третье, когда я рассказываю презентацию, как-то сложнее получается, но даже скажу, это Хаспик, известный. Вот, это, значит, склеен с его историей. Вот, и обратите внимание, что он держит в руках. Да, можно. Хаспик это самый продаж. Вот, но здесь немножко другой вид рекламы. Да, может коллаборация. Ну, еще вот я про фильм рассказывала вам. Продакшн. Да. Как раз с блогерами тоже это хорошо работает. Но если мы себя на Узпаблике, конечно, у нас вообще нет бюджетов, чтобы такие большие рекламные кампании проводить. Но если даже мы блогеров приведем к себе не знаю, в организацию, чтобы он тоже что-то снял, и там не намеком будет, допустим, лого нашей организации, тоже вполне себе. Поехали дальше. Да, и есть некоторые способы продвижения, про которые мы вообще абсолютно всегда забываем, но они не требуют вложений, вот, только, наверное, временных, и они нам очень помогут. Первый из них это самопиар. Вот очевидно, мы забываем рассказывать нашим знакомым, всем людям, кто мы такие, чем мы занимаемся. Хотя мы делаем так, вообще очень интересное дело. Если вы видели или проходили наш курс продвижения ВКонтакте, то у нас первое задание – это расскажите о себе на своей странице. То есть сделайте пост и добавьте описание, кто вы, чем вы занимаетесь, в шапку профиля. Вот это реально администратор, который рассказал о себе и который собрал 102 лайка и 718 просмотров. Это когда еще был сделан скрин, сейчас, возможно, уже и 1000 просмотров. Вот. Абсолютно простое дело, но помогает. Сюда же относятся вот сегодня наши прекрасные администраторы, продемонстрировали то, что мы просто можем на профильном мероприятии попросить подписаться на нас. Да? Кто-то заинтересуется, перейдет, посмотрит, что у нас за страничка, и останется с нами, станет нашим лояльным подписчиком. Также сюда входит и просто участие в мероприятиях. Когда мы приходим, знакомимся, когда мы выступаем, тоже не блокируйте такие возможности. Поехали дальше. Здесь, наверное, чуть-чуть больше нужно времени и вложения, когда мы рассказываем, когда мы, например, уже подружились с другими администраторами, мы можем засеять такую коллаборацию, рассказать на странице друг друга о себе. Можно какой-то совместный проект сделать, обменяться роликами, проектами. Вот у нас, например, на федеральном уровне есть отдельный чатик, где собраны представители всех министерств. И когда у них выходит какой-то интересный пост, они скидывают туда ссылку и просят: поделитесь, пожалуйста. И это работает, люди начинают делиться, они там придумывают свои какие-то подводки, что-то близкое находят и делятся, друг другу рассказывают. И так они меняются аудиторией. Например, на муниципальном уровне вы, конечно, можете
договориться с своим главой, который, я надеюсь, уже политик новой волны, активно ведет свои социальные мероприятия, и, допустим, рассказать о самых крутых госпабликах вашего муниципалитета, вашего города. Вот, возможно, отдельный пост про вас, почему нет. Репост с подводкой. В общем, тоже нужно на близких сторонних ресурсах рассказывать о себе. И сделать это не один раз, а через какой-то промежуток обязательно. Механика, которая вам всем знакома, которую, я знаю, вы используете, это QR-коды. Я уверена, если приду к вам в гости, у вас на двери, либо на информационном стенде обязательно висит QR-код, но тоже к этому можно подойти креативно. То есть сейчас это просто надпись, допустим, подписывайтесь, 17 ВКонтакте, а можно прийти сюда более по полезности и написать, почему нужно на нас подписаться, что вы именно можете найти. Например, для учреждения культуры можно подготовить какие-то аудиогиды, которые вы даже можете склеить, и человек приходит и слушает там какую-то вашу выставку. Если там для школьников, можно посмотреть расписание и так далее. И также можете экспериментировать, использовать разные носители. И в газетах публиковать QR-коды, и вот расклеить их у себя по городу, не только ограничиваться своим учреждением. У нас был смешной случай из Приморья буквально на прошлой неделе. Надпись СПЦ ведет свою активную страничку, им предлагали стать визитку, он отказался, сказали, нет, мы будем вести. И помимо того, что они QR-код наклеили у себя на двери, они пошли к какому-то там близлежащему гаражу, где, соответственно, были всякие надписи, граффити о том, что можно купить запрещенные вещества. Они сделали доброе дело, закрасили это все и наклеили свой QR-код, что приходите на нас. Но это, конечно, смешной такой пограничный случай, но смысл в том же самом, что вы вот таким образом можете нести какую-то пользу людям и использовать разные носители. И давайте дальше. Начала я с работы, что вот, значит, именно вы, специалисты, администраторы госпабликов, обладаете тем ценным, сокровенным знанием, которое помогает набирать охваты подписчиков, и никакой искусственный интеллект с вами не сохранится. Но мы, как хитрые, расчетливые люди, можем искусственный интеллект использовать в своих целях. Просто важно знать, как. Вот на этом слайде я вынесла информацию из исследования ВКонтакте по Сберу. Они проанализировали запросы в детском и посмотрели, какие есть наиболее популярные запросы на генерацию картинок. И, значит, они вот вывели вот эти все номинации категории. И совет такой, потому что их можно рисовать между собой. Например, выбрать нарисовать город в стилистике аниме, нарисовать город в стилистике какого-нибудь фильма. То есть, хотя уже довольно давно в век социальных сетей появились картинки, сгенерированные социальным искусственным интеллектом, они до сих пор заходят и хорошо воспринимаются. Так что используйте этот инструмент обязательно, не забывайте. Это быстро, интересно, даже вам самим, поскольку результат всегда непредсказуем. И, конечно, искусственный интеллект помогает нам генерировать идеи. Я лично использую различные приложения с цветами для того, чтобы, например, контент-план себе придумать или какие-то идеи для коллаборации, потому что часто бывает такой творческий ступор, и почему бы не воспользоваться вот таким прекрасным инструментом. У нас есть специально для администраторов Ghostwriter. Сегодня вы увидели QR-код на него. Вот, я думаю, в этом презентации вам поделится. Тоже заходите и используйте. Можно даже писать тексты и потом править. Тоже есть такая практика. Ничего в этом плохого нет. Да, мы с вами рассмотрели много очень инструментов, но часто тоже такой вещи забываем, потому что не оцениваем, как они у нас работали. То есть мы делаем, стараемся, радуемся числу комментариев, числу лайков, но у нас как бы нет, знаете,
долгосрочной такой стратегии, которая показала, чем лучше будет новый контент, новые механики по сравнению со старыми. Поэтому я призываю вас, помимо того, чтобы готовить контент-план, и еще выработать периоды, по которым вы оцениваете, как у нас вообще на странице заходит контент, нравится подписчикам или нет. И здесь для этого можно применить несколько формул. Я думаю и надеюсь, что часть из них вам уже известна. Это, конечно, SI, социальная реакция, когда мы просто складываем лайки, комментарии и репосты. Самое простое. Вы можете сделать выгрузку из вашей группы, и это все обязательно посчитать. Конечно, ориентируйтесь на число просмотров, это очень удобно сравнить. Здесь можно сравнить вашу группу с группой, которую вы используете в качестве референсов. Тоже очень классный инструмент, чтобы понимать, что у вас так или не так. Когда вы сравниваете, как ведется по личным показателям другая группа и ваша. Тоже классно работать, советую. Конечно же, обязательно рекомендую считать VR, это индекс вовлеченности, то есть насколько ваша публикация нравится пользователям. Тоже очень простая формула. Мы лайки, комментарии, репосты делим на количество просмотров, умножаем на 100. Дальше я вам покажу, какая норма есть для разных источников, в том числе для госпабликов. И если у нас какая-то большая информационная кампания, когда мы хотим узнать вообще, одобряют пользователи или нет наш контент, мы диалоги выработали, нашу собственную разработку, мне кажется, такой индекс одобрения. Ну, то есть это, по сути, ER, но мы брали комментарии, поскольку с комментариями дело обстоит не так просто. То есть, когда мы посчитываем формулу, мы же не можем оценить, кто высказался негативно, кто позитивно, кто вообще нейтрально, а кто отправил эмодзи и как его расценивать. Да? Будем трактовать каждый эмодзи. Вот если мы выбираем комментарии, то, в принципе, индекс одобрения тоже хорошо работает, чтобы показать, нравится наш контент или нет, заходит или нет по той или иной тематике. Ну и здесь, кстати, еще есть показатель эффективности таргетированной рекламы, но чтобы не заводить вас в дебри, мы не будем сейчас рассматривать, остановимся на общих показателях SMM. Но я уверена, что вы сейчас уже используете в любом случае напоминаю. Здесь хотела бы вам показать, тоже наша аналитика основана, сколько нормальных героев у каждого из типов сообществ, страниц. Госпаблики это 1%, вообще прекрасно. Конечно, самые высокие ER это у блогеров и лидеров мнений, там он всегда зашкаливает, к этому стремимся, но если у нас нет таких показателей, это абсолютно нормально. Переживать не стоит. Чуть выше ER у неофициальных пабликов. Неофициальные паблики мы называем в идеологии любые сообщества, телеграм-каналы, которые рассказывают о новостях. Ну, все их читаете, мы все это называем неофициальной пабликой. То есть мы проводим границу между просто новостными сообществами и страницами органов государственной власти, госпабликами. Ну и, как правило, такой еще пониже у таргета. Поскольку таргет частенько направлен на то, чтобы получить большее число показов, подписчиков, но не всегда это ударяет в интерес, скажем так, аудитории, не всегда ставят лайки. Тоже вы заметили, бывали на сколиозе, когда мы крутим на больших объемах какую-то новость публикации, нам пишут, перестаньте нам показывать, мы же это не можем смотреть. Поэтому такие низкие показатели по увлеченности бывают. И мы еще вас призываем, если у вас там большой поток комментариев или большая важная тема, вы рассказываете, как вы там проект, не знаю, грантового, например, проводить качественную оценку комментариев, реакций. Это можно делать вручную, причем, например, использовать сервис аналитики, где вы погружаете все данные и смотреть, как реагировали, и затем выделять ему, грубо говоря, на 10
аудитории, положительно, отрицательно и нейтрально. Вот. И делать вот такую аналитику, это вот в одной из наших больших компаний объясняем РЭП, когда началась специальная военная операция, появился такой ресурс, и вот мы там, сначала еженедельно, потом ежедневно, потом еженедельно оценивали, как на те или иные темы у нас реагировали наши аудитории. Видите, прям очень доступно мы выделяли, что нравится, что не нравится, что вызывает, ну, не вызывает каких-то реакций. Ну и, соответственно, это сравнивали с количеством публикаций, с количеством просмотров и уровнем одобрения. И когда мы делаем такую комплексную аналитику, у нас уже вырисовывается картинка, как заходит наш контент и вообще наша контентная политика нашей целевой аудитории. Вот это как раз именно доставка. Давайте дальше. Обобщу такое вступление нашей недостатки, опять же, о чем и что нужно делать. Начинаем с самого простого. Мы определяем те темы, те месседжи, о которых мы хотим рассказывать на нашей странице, о лица нашей организации. Мы формируем план, либо долгосрочным тематикам, либо на меньший период контентный план, ставим обязательно KPI, которого мы хотим добиться, тоже хорошая история, чтобы нам расти. То есть не действуем ситуативно, тут мы публиковали, тут рассказали, а если мы хотим действительно сделать какой-то классный ресурс, нужно ставить себе цели. Вот, цели причем на вырос, что мы хотим добиться столько-то подписчиков, мы хотим, не знаю, чтобы у нас вырос коэффициент вовлеченности. Вот. Затем уже прописывают задачи, как мы будем этого достигать, используя все эти механизмы умной нашей доставки. Затем мы анализируем инфополе, то есть мы смотрим, кто наши конкуренты, кто там, у нас есть в неофициальных пабликах, кто лидер мнения на нашей территории, с которыми мы можем сравниться, посотрудничать, почему нет. Вот, какие-то фишки в них перенять. Мы на этом же этапе делаем стартовые замеры у них и на нашем ресурсе для того, чтобы отслеживать с периодичностью, как у нас идет прогресс, как изменяется у наших конкурентов ситуация и как мы вообще движемся к нашим KPI. Здесь мы учитываем всякую рода специфику, региональную, местную и так далее. Это нам тоже поможет подготовиться к производству контента и определению нашей контентной политики. Мы дальше анализируем целевую аудиторию. Это можно сделать при помощи рекламного кабинета, кстати, где мы выбираем наш населенный пункт, конкретизируем даже до улицы, при помощи установки геолокации и смотрим, какой возраст, сколько человек, может также анализировать целевую аудиторию наших конкурентов, посмотреть среднестатистический наш посетитель, вообще прописано, какие паблики, что ему интересно, какой формат при принесении информации мы можем выбрать. Это можно сделать очень легко, зайти на несколько страничек ваших подписчиков и посмотреть, что они читают, о чем они пишут. Тоже хорошо работает, сделаем такой портрет. И затем эту целевую аудиторию тоже можно дополнительно сегментировать, то есть определить более конкретно, какие форматы нам использовать. Затем, это уже опционально, мы выбираем площадки, как мы будем вносить. То есть, да, мы пишем ВКонтакте, но мы еще дополнительно используем мессенджеры, чтобы сделать такую добивку и привлечь еще больше аудитории. Тоже можно это все спланировать. Ну и здесь же мы выбираем иные механизмы, механики продвижения, если это необходимо, для больших охватов. Далее мы уже частично это сделали, но здесь мы прописываем детально уже месседжи, которые будем транслировать в наших постах. Как говорится, тоже политтехнология, я образование политолог, поэтому частенько об этом упоминаю. Есть такая механика, когда ты повторяешь несколько раз какую-то
вещь, она запоминается. Вот. И здесь, когда мы выделяем какие-то тезисы и месседжи, это работает ровно на то же самое. То есть, когда повторяем одну и ту же вещь, она как бы закладывается. Такой базовый механизм пропаганды. Страшно не звучало. Затем мы уже на основе этих месседжей готовим наши ДЗ, раскадровку какую-нибудь, референсы подбираем, понятно же, работа. Затем мы распространяем готовый контент у себя на ресурсах, это могут быть сторонние ресурсы, которые мы привлекаем для нашей поддержки в рамках большой компании, либо просто в рамках выполнения достижений наших KPI. И последнее, о чем я вас настоятельно рекомендую делать, это мы оцениваем эффективность обязательно. То, что мы можем показать в цифрах, чего мы достигли. Это очень круто, то есть вы можете сравнить с другими ресурсами, потом на каком-то совещании отчетно даже показать какой-то красивый график, что вот у нас было так вначале, а потом, смотрите, мы тут постарались, как у нас выросли охваты, вовлечение и так далее. Сейчас давайте закрепим вот эти все правила, информацию, которые мы сегодня так быстренько прошли. Колонку по Европам. Будет 3 вопроса. Мы просто я обещаю. Первый у вас уже на экране. Какой контент нравится молодой аудитории? Смешной, новостной, статичный, строгий, информационный на основе ТВ-исходников и, наконец, яркий, динамичный, нестандартный. Четвертый. Смешной тоже, да, но вот новостной скорее нет. Вот, это скорее более старшая аудитория, то есть новостной это имелось в виду вот в таком формате, что это нарезка кадров из СМИ, телевидения. Да, поехали дальше. Что не является инструментом продвижения? Первое – сарафанное радио, второе – стикеры, третье – приветствие подписчиков и четвертое – выступление. Да, третье. Приветствие это, конечно, приятно, но наверное, вам продвижение ничего не добавит. То есть, конечно, это не только вы завели страницу, и вы такие пишете, вот, мы там завели страницу, это вот была хорошо работает, когда первый пост все такие, вау, это что, он завел страницу, сейчас все решим. И последний вопрос. Что нужно делать в конце каждой инфокампании? Первое, представлять друг друга. Второе, оценивать эффективность. Третье, планировать следующие инфокампании. И четвертое, проводить работу над ошибками. Второе. Да. Я очень рада, что вы запомнили, что обязательно нужно оценивать, как мы работаем. Да, и подводя итоги, я, как всегда, как любой спикер, мне кажется, сейчас предлагаю вам подписаться на ресурсы, которые ведет наш отдел. Мы рассказываем о администраторах госпабликов, о каких-то интересных новинках в искусственном интеллекте, много говорим о том, какие форматы развлекательные можно публиковать в госпабликах, и они хорошо заходят. Мы публикуем готовые ролики, которые тоже дневные, смешные, которые вы тоже можете использовать для повышения вовлеченности. Там есть все шаблоны, как производить. В общем, подписывайтесь, сделаем удобнее. В Телеграме, ВКонтакте тоже можете в сообщении нам или в бот обратной связи писать, что вам интересно, о чем хочется узнать про вашу специфику, и мы обязательно сделаем об этом пост. И еще минутку рекламы. Возможно, вы слышали или видели, если нет, то я сейчас расскажу про наш марафон по госпабликам. Он сейчас базируется в ВКонтакте, скоро будет в Телеграме. Это 21 урок, где вы от самых азов, вот я как показывала, как, значит, сделать пост о госпаблике на своей странице, добавить описание, чем вы занимаетесь, до более сложных каких-то механик, в том числе производства клипов, подкастов и видеопродукции, как развить ваш госпаблик и сделать его крутым. Это вот наш талисман, ролик, который будет на протяжении всего марафона вас поддерживать и вести дальше к финишу. В конце будет приятный сюрприз, сертификат от диалога с подписью заместителя генерального директора Андрея Цепелева. Мы вам вышлем, тоже будет считать как за обучение практическое.
скоро стартует наш марафон в Телеграме, тоже, думаю, будет полезно. Так что приходите, если есть время, желание, обязательно обучайтесь. Это платно? Нет, конечно, бесплатно. Отлично. Нет. На этом все. Давайте, если у вас есть вопросы, тоже уделим этому немножечко времени. Да, вы можете сейчас, можете чуть позже подойти кофе во время перерыва, либо после мероприятия. То есть, либо написать нам, мы обязательно передадим Ольге вопрос. Вот. Да, или поделитесь контактом. Даже рады будут пообщаться. Так, вопросов нет. Нам сперва все нужно, конечно, переварить, это все освоить, но тем не менее, спасибо большое Ольга, за те механики, которые в принципе, да, несложно сделать, совершенно точно, их несложно сделать, просто вот, региональную специфику нашу, какой-то наш якутский юмор, если включить, и так далее, вот это общение с аудиторией, призыв к действию в конце, вот, а у вас как настроение в конце поста, это тоже человека сразу подтягивает для того, чтобы совершить какое-то действие в вашем госпаблике. Спасибо, Ольга. Спасибо еще раз. Очень приятно.